Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Мы сегодня вещаем с города Алекминска и находимся в данный момент в детской библиотеке. Рада представить вам народного мастера Якутии Чимпосову Яну Робертовну. С Яной Робертовной мы успели уже познакомиться, пообщаться. Я думаю, что нашим телезрителям тоже понравится сегодняшняя наша беседа и, конечно, мастер-класс. Яна Робертовна, здравствуйте. Доброго дня. Спасибо, что пригласили меня в эту студию на сегодняшнее наше телеинтервью. Яна Робертовна, сегодня вы будете нам показывать, да, вот такую интересную, как создается вот такая интересная работа. Это игрушка-кольцо. Я думаю, что не все знают, что она из себя представляет. Расскажите немножко историю, да? Так, мы сегодня с вами будем показывать работы в направлении ямщицкой культуры. Эти кольца наши бабушки делали для своих внучат. Ну, может быть, кто-то помнит, в начале лицо кто-то делал из бумаги с использованием ваты, а мы сделаем на сегодня из лоскутов. Это колечко надевается на любой палец. Так. Ага. Одеваем и получаем сейчас в современном, как говорится, интерпретации в направлении. Это получается колечко в бохо-стиле. Так. Далее второе колечко, берем второе колечко. Это вот зайчиха. Зайчиха. Ага. Надеваем на второй палец. И для детей оно получится как бы мини-маленький театр. Так. Ребенок в маленьком возрасте, смотря на эти игрушки, учась вместе со своими игрушками вести диалог, развивает свою речь. Ну, большие возрастные девочки могут сделать такие кольца, используя моторику, мелкую моторику пальцев. И тогда развивается и креативное мышление, вот сейчас модные слова, да, и творческий художественный образ развивается. Ну, вот сейчас мы с вами сделаем вот эту игрушку. Ага, в чем особенность вот этой вот поделки, так скажем, да? Она не шьется, она собирается нитками. Из нескольких вариантов, из нескольких фрагментов. Мы все время будем работать по принципу из маленького большое, из старого новое. Так. У нас остаются мелкие лоскуты. Чтобы эти мелкие лоскуты не выбрасывать, делаем такую игрушку. Естественно, я сегодня перед вами подготовилась, сделала уже готовые, чтобы тут не искать различные лоскуты. И с вами сейчас сделаем, как говорится, начнем делать голову Так. нашему кольцу. Используем угол стола, чтобы, как говорится, немножко сделать замеры. Делаем голову, небольшой такой узелок. Этот узелок мы с вами всегда используем в своей работе, да. Он небольшой такой, как говорится, колотушечка получается. Разворачиваем и получаем такой вот, как бы, немножко голову. Как шарик, да? Как Похож. шарик. Затем в обратную сторону то же самое же наносим геометрические линии для того, чтобы сделать кольцо. Ой, у меня тут узелок немножко распустился, но ничего страшного. Немножко возьмем мы с вами синтепон и подложим под голову. Так. И затем зафиксируем ниткой. Просто не шьется, фиксируется только ниткой.
В данном случае мы берем красную нитку, потому что красная нитка тоже несет обережную функцию. Тоже со смыслом. Со смыслом. Да. Ага. Наматываем на круг. Так. Затем фиксируем. Можно фиксировать, можно не фиксировать. Оно, если натянули, то оно, естественно, очень хорошо будет держать голову. Фиксация. Ой, что-то. Волнуюсь, то же самое же. Ничего страшного. Ага. Так, далее. Дальше Берем как-то накладывается, да? Накладывается на голову. А, Вот как бы вот на лицо. ага. Далее платочек, как бы повойник размером. То же самое же делаем личико. Красиво оформляем голову. Сзади тоже, чтобы было красиво. И опять же Наматываем ниткой ниткой. Так, ну вот таким образом дети маленькие учатся с использованием вот этих маленьких лоскутов бережному отношению к использованию, к экономии материала. И получили мы с вами вот такую головку маленькую. Аккуратная, зафиксированная. Лицо не надо украшать, там глазки, губки, носик. Так. Теперь мы с вами сделаем, давайте сделаем красную рубашечку. Вот она, рубашка. Рубашечку то же самое же фиксируем. А почему не рисуют глазки? Ну, как сказать вам, если с глазами, да, то оно, возможно, может быть, но это мое видение. Если с глазами, то оно может как бы нести нехорошую информацию. Какую-то энергию, да? Да. Ага. А без глаз оно чистое. Чистые помыслы, хорошие пожелания. То есть безликие. Безликие. Ага. Можно интерпретировать в разные стороны. Но мы не зря, да, такую тему выбрали, немножко ямщицкой культуры, да, привнесли сегодня, да. Яна Робертовна, знаю, что вы намешано в вас несколько кровей, в том числе и ямщицкая. Да. Ага. У меня в роду есть ямщики. Это дедушка, прадедушка, которые проживали в селе Бирюк, ну и также в селе Бердинка. Это близлежащие села, в которых мы проживаем. Так, дабы, чтобы наше время с вами немножко сократить, я подготовила юбку. Так, берется просто тоже игла с ниткой, прошивается такой отрезок ткани, немножко больше, чем на кольцо. Продевается все это вперед иголкой и надеваем на, как говорится, туловище и затягиваем. Она как гармошечка, да, получается? Да. Ага. Пышная такая юбочка получается. Эту пышную юбочку мы немножко зафиксируем, чтобы оно не соскальзывало. Вот таким образом.
тоже фиксируем. Ну, таким образом, долгими зимними вечерами наши предки занимали своих детей. Одеваем мы с вами рубашечку поверх, она вот так поверх. вот поверх, да, и вот получаем вот как бы вот такой верх, и уже фиксируем всю основу тоже ниткой. Делаем крест на крест. Ну, немножко у меня тут грязно получилось. Если, как говорится, в спокойной обстановке оно будет Ну, я думаю, выглядеть. что главное наглядно показать. да? Главное, чтобы наши зрители поняли принцип сборки нашей Куколки. куклы, маленькой куколки. Ну, и эта куколка-кольцо, я думаю, что в это время оно, как говорится, в тренде. Вот именно вот такое колечко мы с вами получили. Вот, и можно несколько таких сделать. Несколько Да. колечек, и мы можем носить и в пир, и в мир. И А маленьким деткам вообще показывать целые театральные представления на всех пальчиках. да, сыграть, сымитировать какую-то сценку можно. Ну вот видите, Ну как. вот в таком варианте я желаю, чтобы наши зрители попытались и сделали вот такую игрушку. Как Да. бы подарок с нашей Алекминской земли. Ну, мы вот впервые видим такое, да. Спасибо, что ознакомили нас с такой интересной техникой, да. Но общение наше с вами не заканчивается, Яна Робертовна, да. Мы поговорили, что у вас в крови и ямщики, но мы видим здесь и венкийские украшения. Да, то же самое же. Я со своей сестрой и Робертовной начали заниматься декоративно-прикладным искусством с 1996 года. В 1999 году мы уже получили звание «Народный мастер Республики Саха-Якутия». В первую свою работу мы, естественно, начали с возрождения якутской традиционной одежды. Тангалайсон, но буктахсон мы не шили. И затем уже как бы нам стало неинтересно, все стали уже заниматься шить вот эту якутскую одежду, мы перешли к своим предкам, к эвенкам. Потому что здесь очень много красивых цветовых решений, геометрические фигуры. Ну, естественно, когда делаешь красоту, душа поет, и все, как говорится, расцветает. И мы вот использовали все свои творческие замыслы именно вот в эвенкийской одежде. В первую свою работу мы выставили в 2000 году на выставке в Всероссийском выставочном центре города Москва. Там хочется немножко сказать предысторию. В 50-х, 60-х годах наша бабушка Варвара Николаевна с делегацией направляла свою работу из Бересты, посуды. Да? Выезжала, работа, не она сама выезжала, работы выезжали 2 раза, и оттуда она получала медали. Вот такие с выставочного центра. Ну и также брат моей бабушки Семен Николаевич 4 раза приглашался как стахановец, как охотник тоже в этот выставочный, ВДНХ называется. Выезжали туда, да. И вот мы по истечении 40 лет и выставили именно народное творчество и эвенкийскую одежду. Вся специфика дела в том, изюминка этого центра, этой выставки в том, что работы выставляются в течение 2-3 месяцев и оценивают зрители. И зрители оценили, поставили нам высший балл, и мы стали первыми. Это вот с этой работы?
Не с этой этой работы, это конкретно. вон и конкретно это венкийские фартуки С были. венкийским. Мгм. Вот. Затем, как говорится, со временем интерес немножко расслабляется, и мы перешли на лоскутную мозаику. Захотелось чего-то нового, другого. Ну Ага. вот говорю, принцип из маленького в большое, и старое Да, новое. Лоскуты остались от предыдущих работ, Мгм. и нужно было что-то сделать. И мы стали шить вот эти якутские панно. А, ну, я не могу, я сегодня принесла всего 3 работы с этим направлением. Ну вот первую как бы работу «Лето в Якутии» можно посмотреть на видеоряде, да, сегодня. Здесь собраны остатки от предыдущих работ. Выполнено это панно в технике «Безумный лоскуток». Да, кстати, там мы заметили все фрагментами, да, вот всматриваешься. Это разные, остатки из разных работ и собрали в единое. Первую работу мы сделали в этом направлении сделали в 2014 году, когда готовились к поездке с делегацией в Китай. Россия, там дружеские мероприятия прошли, Россия-Китай, и выставили первую работу, называется «Саски Кем», ну, весеннее настроение. И вот сегодняшняя наша работа – это «Лето в Якутии». Лето в Якутии у нас короткое, хотя мы говорим, что 3 месяца, но тем не менее вот в эти 3 месяца наша природа раскрывается и показывает всю свою красоту. Да, но оно насыщенное в то же время, да? Насыщенное, жаркое. Богатое. Да, в тени у нас до 40 доходит, или если не это, до 45 иногда. Да? И вот в этой работе мы постарались показать вот всю красоту природы нашего лета. Следующая работа, тоже северная тематика, это чисто как бы традиционная к якутскому, называется «Красавица севера». Эту работу мы сделали в 2019 году как раз к республиканской выставке «Лоскутная мозаика Якутии». Она проходит 1 раз в 2 года. В этом году, кстати, я приглашаю всех зрителей посетить 12-ю выставку лоскутной мозаики Якутии, посмотреть работы наших мастеров. Так, и плавно переходим к красавице севера. И эта работа у нас выставлялась на лоскутной мозаике России, где была отмечена она одной из 5 лучших работ российских мастеров. Мы стали лауреатами. Но в этой работе впервые мы показали в 3D-варианте, где язычок немножко выходит, не немножко, но намного выходит, да. Зимними долгими вечерами кочевая женщина готовится к единственному празднику весеннему, Бакалдыну. И вот она, вот, находясь в чуме, с использованием малого количества света, шьет для себя нарядную одежду, девушка, чтобы встретить вот на этом празднике, может быть, своего суженого, показать все свое мастерство в этом именно наряде. Вот в таком плане мы сделали эту работу. С таким смыслом. С таким смыслом. Вот, Ну и вот на нашем фоне чего фоне мы сидим, да? мы сидим перед картиной «Солнечная долина Аньях». Эту работу мы подготовили к нашему долгожданному празднику ИСЭХ 2020. К сожалению, из-за ковидных ситуаций мы в Алёкминском районе провели в 2021 году. Здесь мы попытались показать специфику нашего необычного района, ну, что-то показать другое, отличительное от других улусов. Так?
ну и показали ямщицкую культуру. Вот знакомые нам вот похожие куколки, да, которые мы... Маленькие, кстати, ну эти куколки, кольца, они другие. Здесь у нас уже мальчик, он тоже совсем тоже другой. Здесь у нас имеются ножки, сапожки, шапочки. Это ближе к татарскому, может быть, тоже один из больших народностей, которые проживают в да, нашем районе. населяют Наш Алекминский район. Ну и девушка-женщина, которая имеет, естественно, красные сапожки, подъюбник, юбочка, вся нарядная, мельницы наши. Солнце дает тепло земле Алекминской, которая богата своим плодородием. Вот в таком формате мы сделали эту работу. Яна Робертовна, я хотела бы вас поблагодарить за, во-первых, за замечательный мастер-класс, да, за то, что, за возможность узнать что-то новое о ямщицкой культуре, да, в целом. Спасибо, что принесли свои потрясающие работы. Мы передаем привет вашей сестре, да, и Робертовне, и вам, конечно же, дальнейших успехов в творчестве. Спасибо большое. Я, в свою очередь, от нас с Ией хочу вам сделать свой подарок. Вам Ух ты! Кольцо. Спасибо Оно оригинальное, большое. думаю, принесет вам успех и удачу в вашей работе. Спасибо. Нашему оператору, так как у него есть дети, чтобы с детьми он занимался, и для него вот эти вот маленькие кольца, зайчика и девушку. Желаю вам всем нашим зрителям здоровья, благополучия, чтобы все ваши дела и мечты были, как говорится, результативны. Спасибо большое. Мы, дорогие телезрители, увидимся еще здесь, на Алекминской земле. Смотрите, какие здесь потрясающие, талантливые люди живут. До новых встреч!